Доброго времени суток, коллеги. Начинаем наш вебинар, который посвящен школьным и муниципальным этапам Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Вебинар проведу я, меня зовут Курасовская Юлия Борисовна, и я являюсь председателем Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Мы начнем с вами с каких-то общих вопросов, с которыми придется вам сталкиваться, и, может быть, вы уже с которыми столкнулись в этом году. Но вот и прошлый год был особенный в связи с пандемией, и этот год особенный. В самом начале скажу, как мы будем реагировать на эти вызовы. То есть начнем с каких-то с вами общих вопросов. А дальше я остановлюсь на рекомендациях по проведению школьного и муниципального этапов, на методических рекомендациях по составлению заданий. Что касается составления заданий, я понимаю, что задания школьного этапа у вас уже составлены. Поэтому, наверное, то, что я скажу, будет в основном касаться муниципального этапа. Но, тем не менее, про школьный этап, про составление заданий тоже пару слов скажу. Может быть, это пригодится на будущий год. И дальше в конце скажу несколько слов по методическим рекомендациям по оцениванию заданий, на что следует обратить внимание при оценивании заданий. Итак, начнем с вами с общих моментов, как я уже сказала. Центральная предметно-методическая комиссия по английскому языку подготовила методические рекомендации по организации и проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку в этом учебном году. Эти методические рекомендации уже вывешены, и я надеюсь, что вы уже с ними ознакомились. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте мы с вами сразу договоримся. Ваши вопросы вы пишете во вкладке «Вопросы», и я в конце обязательно на все ваши вопросы постараюсь ответить. Мы в этом году проводим школьный и муниципальный этап по существующему порядку проведения Всероссийской олимпиады школьников. Это тот порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, который был принят еще в 2013 году. В него были внесены изменения в 2015 и 2016 году. Сейчас обсуждается новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, но пока он еще не принят. Вот мы ждем, что, может быть, он будет принят к региональному этапу, и мы с вами региональный этап уже будем проводить по новому порядку, но пока мы с вами работаем по старому порядку проведения Всероссийской олимпиады школьников. Это первое общее замечание, которое я хотела бы сделать. И второе общее замечание – это то, что касается нашей с вами эпидемиологической обстановки в связи с пандемией, в связи с коронавирусом. Обращаю ваше внимание на то, что при подготовке требований к проведению школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников требования, вот Центральная предметно-методическая комиссия, мы подготовили методические рекомендации для региональных комиссий, а региональные предметно-методические комиссии у нас готовят требования к проведению школьного и муниципального этапов. Так вот, при подготовке требований региональными комиссиями прошу учесть постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 июня 2020 года. Указан на слайде номер постановления.
дату регистрации этого постановления, его легко найти в сети интернет. В этом постановлении указано, что следует избегать массовых мероприятий до конца 2020 года. Мы с вами при проведении школьного и муниципального этапов должны от этого отталкиваться. Решение о способе проведения Олимпиады принимает каждый регион самостоятельно в зависимости от количества участников. Если у вас много участников, то, наверное, имеет смысл, поскольку следует избегать массовых мероприятий, наверное, имеет смысл провести Олимпиаду как школьный, так и муниципальный этап с использованием информационно-коммуникативных технологий. Но и также нужно смотреть на эпидемиологическую обстановку в регионе. Если обстановка спокойная, если участников немного, то можно проводить в очном формате школьный и муниципальный этап. Но, как я уже сказала, если эпидемиологическая обстановка в регионе неспокойная, если много участников у вас в регионе школьного и муниципального этапов, наверное, имеет смысл проводить школьные и муниципальные этапы Олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий. Но в разных регионах, я знаю, сейчас обсуждается этот вопрос, и в разных регионах по-разному он решается. Но что касается муниципального этапа, я общалась с несколькими регионами, где большое количество народу принимает участие в муниципальном этапе, и предложение в регионах было следующее. Детей не собирать в одном месте для проведения муниципального этапа, собрать детей по школам, обеспечить детей компьютерами, и дети сидят за компьютерами и выполняют задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Вот таким образом некоторые регионы собираются проводить муниципальный этап. Вот это то, что, собственно, называется проведение Олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий. Есть еще другой способ проведения Олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий. Если, например, у вас дети сидят дома за компьютером, то желательно организовать систему прокторинга. То есть следить, есть определенное программное обеспечение, называется прокторинг. Я, например, знаю, что школьные олимпиады вузовские некоторые проводились уже в этой системе, и она хорошо себя зарекомендовала. Значит, если у вас дети сидят дома и выполняют задания за своими компьютерами, то следует организовать систему прокторинга, слежения за детьми, за выполнением заданий в этом случае. Ну, вот это вот такие общие замечания, которые касаются порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников и той обстановки, в которой мы будем с вами проводить школьные и муниципальные этапы. А теперь я остановлюсь на каких-то более частных вопросах. И сначала мы с вами поговорим об особенностях проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады по английскому языку. Я сейчас посмотрю, есть ли уже какие-то вопросы. Галина Дмитриевна пишет, согласно с регионами, собрать детей в классах и на компьютере выполнять задания. Да, вот многие регионы идут по такому пути, такой путь возможен. Итак, что мы рекомендуем, что мы, Центральная предметно-методическая комиссия Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, на что мы рекомендуем обратить внимание при проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады.
Задания участники у нас делятся на 3 возрастные группы. Ничего нового здесь нет. Первая группа – это 5-6 классы, это что касается школьного этапа. Вторая группа – 7-8 классы. И третья группа – 9-11 классы. Для 5-6 классов проводится только школьный этап. На этом для 5-6 классов Всероссийская олимпиада заканчивается. В муниципальный этап выходят учащиеся 7-11 классов, и они делятся на 2 возрастные группы. Первая группа 7-8 классы и вторая группа 9-11 классы. Вы готовите одни и те же задания, то есть вы готовите один, я еще подробнее об этом расскажу, когда буду говорить о рекомендациях по подготовке заданий, но вы готовите единый комплект заданий для 5-6 классов на школьном этапе, для 7-8 классов второй комплект заданий и для 9-11 классов третий комплект заданий на школьном этапе. На муниципальном этапе вы готовите 2 комплекта заданий. Один комплект заданий для 7-8 классов и второй комплект заданий для 9-11 классов. Но, что касается подведения итогов, вы можете подводить как общие итоги для 5-6 классов, одни итоги, для 7-8 классов отдельно, для 9-11 классов отдельно на школьном этапе. Так вы можете и подводить итоги, устанавливать разный проходной балл для каждого класса отдельно. Например, вы можете устанавливать проходной балл в муниципальный этап, один проходной балл для 7 класса, другой проходной балл для 8 класса, ну и так далее. Один проходной балл для 9 класса, другой проходной балл для 10 класса, другой проходной балл для 11 класса. Такой вариант тоже возможен. Повторяю, если у вас будут возникать какие-то вопросы, пишите вопросы во вкладке «Вопросы», и я буду стараться на них отвечать после каждой части нашего с вами вебинара. Вот сейчас мы с вами говорим об особенности проведения школьного и муниципального этапов. После этого я посмотрю на вкладку «Вопросы». Если там будут вопросы по проведению школьного и муниципального этапов, то я на них отвечу. Количество конкурсов школьного и муниципального этапов. Традиционно в школьные и муниципальные этапы включаются 5 конкурсов. Это 4 письменных конкурса, это конкурс понимания устного текста или listening, конкурс понимания письменного текста reading, лексико-грамматический тест, иначе он в более широком смысле мы его трактуем, он у нас называется Use of English. И конкурс письма Writing. Это 4 письменных конкурса. Обращаю ваше внимание на то, что эти 4 письменных конкурса являются обязательными для школьного и муниципального этапов. Вопросы возникают по поводу устного конкурса. 5-й конкурс – это устный конкурс. Про задания, про подготовку заданий, Раиса Дмитриевна, я вижу ваш вопрос. Правильно ли мы поняли, что на муниципальный этап задания мы готовим самостоятельно или нам присылает область? Я отвечу чуть позже, когда буду говорить о подготовке заданий. 4 письменных конкурса, возвращаюсь к конкурсам, 4 письменных конкурса являются обязательными и должны проводиться, эти 4 письменных конкурса в обязательном порядке должны проводиться на школьном и на муниципальном этапе, независимо от того, в каком формате проводится школьный и муниципальный этап. Если школьный и муниципальный этап
проводится не в очном формате, а с использованием информационно-коммуникационных технологий, то все равно 4 письменных конкурса должны обязательно проводиться. Что касается устного конкурса, вот решение о его проведении принимает регион. Если регион, проанализировав эпидемиологическую обстановку и проанализировав свои технические возможности, решает, что регион может проводить устный конкурс, то устный конкурс в регионе проводится на школьном и муниципальном этапе. Если регион принимает решение, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой или в связи с техническими возможностями региона регион не может проводить устный конкурс, не готов к тому, чтобы проводить устный конкурс, значит, регион принимает решение, и устный конкурс не проводится. Все письменные конкурсы, все 4 письменных конкурса рекомендуется проводить в один день. Если проводится устный конкурс, то он должен проходить в отдельный день. Еще обращаю ваше внимание на то, что промежуточное отсеивание участников не допускается. То есть нельзя после письменных конкурсов проводить промежуточные итоги, если у вас проводится устный конкурс, подводить промежуточные итоги после письменных конкурсов и не допускать кого-то до устного конкурса. Вот это иногда делается в регионах. Это нарушение порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников. Участники должны допускаться до всех конкурсов олимпиады без промежуточного отсеивания. Промежуточное отсеивание участников не допускается. При проведении олимпиады обратите внимание на то, что обязательно должна проводиться шифровка работ. Это означает, что каждому участнику должен быть присвоен свой уникальный идентификационный номер, который указывается на листе ответов, где участники пишут свои ответы. Если у вас олимпиада проводится в очном формате, если регион принимает участие в проведении олимпиады в очном формате, то обращаю ваше внимание на то, что в аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы, любые, словари, справочники, учебники, пейджеры, мобильные телефоны, диктофоны, плееры и любые другие технические средства. Все вышеперечисленные средства связи не разрешается приносить на территорию пункта проведения олимпиады. Если средства связи, вот обращаю ваше внимание, это написано в наших методических рекомендациях, если средства связи, любые, даже в выключенном состоянии, будут найдены у участника олимпиады на территории пункта проведения олимпиады, председатель жюри должен составить акт о нарушении процедуры проведения олимпиады, и результаты участника должны быть аннулированы. Но вот этот пункт касается очного проведения олимпиады. Еще раз, если регион принимает решение об очном проведении олимпиады, тогда обратите, пожалуйста, внимание вот на этот пункт, который указан в наших методических рекомендациях. При проведении конкурсов особое внимание следует обратить на проведение технически сложных конкурсов. Технически сложными конкурсами у нас в Олимпиаде по английскому языку являются конкурс listening, конкурс понимания устного текста, и конкурс speaking, устный конкурс, конкурс говорения. Что касается конкурса listening, понимания устного текста, конкурса аудирования, для того, чтобы у вас не было апелляций по качеству звучания,
Перед началом конкурса вы должны дать прослушать участникам самое начало записи. Но обычно это инструкции, которые записаны и которые касаются конкурса аудирования. После этого запись выключается, и участники должны сказать вам, хорошо ли они слышат запись. Если есть какие-то нарекания по качеству записи, если кому-то плохо слышно, то регулируется громкость записи, регулируется тембр, и еще раз прослушивается самое начало записи. И так до тех пор, пока участники не скажут вам, что все хорошо слышно. Тогда запись ставится на самое начало и проигрывается до конца уже без остановки. Вот тогда у вас, если вы таким образом начинаете конкурс listening, тогда у вас не будет апелляций по процедуре проведения конкурса. Тогда у вас не будет апелляций, они невозможны в этом случае по качеству звучания. Что касается конкурса говорения, конкурса speaking, то если регион принимает решение о проведении этого конкурса, я уже сказала, что этот конкурс у нас опциональный, регион может принять решение о непроведении этого конкурса и не проводить его на школьном и муниципальном этапах. Но если регион принимает решение о проведении этого конкурса говорения на школьном и муниципальном этапах, то тогда этот конкурс должен проводиться правильно. Что значит правильно? Это значит, что должна быть обеспечена запись ответов участников, запись устных ответов участников. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы можно было проводить апелляции по конкурсу говорения. У нас процедурой проведения конкурсов предусмотрена возможность проведения апелляций по конкурсу говорения. Если вы не осуществляете записи ответов участников, то вы не сможете проводить апелляцию по данному конкурсу. И будет нарушена процедура проведения конкурсов, будет нарушен порядок проведения Олимпиады. Обращаю на это ваше внимание. И лучше, возможно, аудиозапись, но лучше даже видеозапись, чтобы была конкурс говорения. Ответственно отнеситесь к проведению разбора заданий и показа работ. Разбор заданий может быть очный, но сейчас мы советуем проводить разбор через сеть интернет. Опять же таки, следуя указаниям главного санитарного врача Российской Федерации, чтобы избегать большого скопления народа, избегать массовых мероприятий. Что касается показа работ, то показ работ тоже может быть очный, а может также проводиться через интернет, то есть работы могут публиковаться в личном кабинете участников. Что касается апелляций, апелляции могут быть только очные по порядку проведения Всероссийской олимпиады школьников, и рекомендуется вести видеозапись апелляций. Обращаю ваше внимание на то, что если меняется балл работы, то любое изменение баллов должно проходить через процедуру апелляции. Даже если меняется балл в связи с техническими ошибками. Любое изменение баллов должно проходить через процедуру апелляции и не может быть произведено на показе работ. Обращаю ваше внимание на это. На слайде выделено красным. Сейчас я посмотрю, есть ли какие-то вопросы, и постараюсь на них ответить.
На заключительном этапе тоже будет подведение итогов по классам. Вы знаете, пока мы не знаем. Мы ждем, когда будет принят новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, и надеемся, что региональные и заключительные этапы уже будут проходить по новому порядку проведения Всероссийской олимпиады. И тогда будет вебинар, посвященный региональному этапу, будет вебинар, посвященный заключительному этапу, и тогда мы вам скажем, как будут подводиться итоги. Как учесть этот момент при проведении школьного этапа в дистанционном формате? Ну, наверное, школьный этап может проводиться в дистанционном формате. Точно так же дети могут собираться в своих школах. Я думаю, что в школах небольшое количество детей будет собираться и могут выполнять задания либо на бумаге, либо на компьютере. Но как раз, что касается школьного этапа, то по школам, я думаю, что можно организовать детей, они будут сидеть в своих классах. То есть тут самое главное избегать большого количества народу. Так, имею в виду вопрос о том, насколько хорошо слышна запись. Но что касается школьного этапа, то в каждом классе запись должна проигрываться в каждом классе. Вот то, о чем я говорила, должно проигрываться в каждом классе. И звук регулироваться в каждом классе отдельно. Сейчас мы остановимся на методических рекомендациях Центральной предметно-методической комиссии Олимпиады по составлению заданий школьного и муниципального этапов Олимпиады. Ну, как я уже сказала, наверное, сейчас эта информация будет актуальна для составления задания муниципального этапа, но на будущее примите ее во внимание и при составлении заданий школьного этапа. На слайде вы видите уровни сложности заданий для школьного этапа и для муниципального этапа. Это уровни сложности заданий по общеевропейской шкале. Как вы видите, уровни сложности заданий возрастают от класса к классу. В одном пакете заданий, вот, например, если мы берем 5-6 класс, сочетаются задания разного уровня сложности, поэтому мы даем диапазон, уровень сложности А1, А2. И что касается продолжительности, вы тоже видите на слайдах, продолжительность возрастает от класса к классу, от младших классов к старшим классам. Для 5-6 классов на школьном этапе, например, мы не рекомендуем общую продолжительность всех письменных конкурсов более 60 минут, то есть мы рекомендуем максимальную, для маленьких классов, для 5-6 классов, мы рекомендуем максимальную общую продолжительность письменных конкурсов до 60 минут, а для 9-11 классов на школьном этапе, например, максимальную продолжительность всех письменных конкурсов мы рекомендуем 3 часа. Но это, повторяюсь, это максимальная продолжительность всех 4 письменных конкурсов. Что касается муниципального этапа, продолжительность рекомендуемую вы видите. Давайте я немножко остановлюсь на том, что означает, вот вы видите здесь, B1, вот так. Вот вы видите здесь B1, B1+. Вот, B1, B1+, B2, B2+. Вот что такое B1+. B1+, все получилось. B1+, означает, что в основном для 7-8 классов в пакете должны быть задания
уровня B1, но может быть несколько заданий, 1-2 задания более высокого уровня, уровня B2. Что касается 9-11 классов, вот вы видите, мы рекомендуем уровень B2, B2+. Это означает, что в основном должны быть задания уровня B2, но возможны задания уровня, более высокого уровня, уровня C1 в данном пакете заданий. Необходимо следить за тем, чтобы в рамках одного региона продолжительность конкурсов школьного этапа младшей возрастной группы не превышала продолжительность конкурсов школьного этапа старшей возрастной группы. Но мы сталкиваемся с тем, что иногда разные разработчики в регионах готовят задания для младшей возрастной группы и для старшей возрастной группы. Значит, должен быть какой-то человек, который будет смотреть все задания и следить за тем, чтобы для младшей возрастной группы продолжительность конкурсов была меньше, чем для старшей возрастной группы. То же самое касается сложности заданий. Должен быть один человек, который будет смотреть все задания и следить за тем, чтобы в рамках одной возрастной группы общая продолжительность конкурсов школьного этапа не превышала общую продолжительность конкурсов муниципального этапа. Мы часто сталкиваемся с тем, что завышается уровень сложности школьного этапа. Обращаю ваше внимание на то, что школьный этап не должен быть слишком сложным, потому что задачей школьного этапа является популяризация английского языка в школах, привлечение как можно большего числа школьников к участию в Олимпиаде. Поэтому уровень сложности заданий на этом этапе не должен быть завышен. Главное, чтобы задания были интересными и посильными для учащихся соответствующих возрастных групп. А вот задачи муниципального этапа уже другие. Задачей муниципального этапа является отбор наиболее одаренных школьников для участия в последующих этапах Олимпиады. Поэтому уровень сложности заданий на этом этапе должен быть выше, чем на школьном этапе, но ниже, чем на последующих этапах. Опять же, обращаю ваше внимание на то, что задания должны быть интересными для учащихся соответствующих возрастных групп. Вопрос. Среди 4 видов заданий не прозвучал страноведческий конкурс. Я прокомментирую этот аспект, я буду говорить сейчас вот буквально о страноведческом конкурсе. Традиционно мы его включаем в конкурс, который я называла Use of English. У нас традиция такая, олимпиады по английскому языку, страноведческий конкурс мы включаем в конкурс Use of English. На слайде вы видите, что должен в себя включать каждый пакет заданий. Все то же самое вы можете увидеть в наших методических рекомендациях. Более того, в методических рекомендациях мы даем образец пакета заданий для 9-11 классов. Обращаю ваше внимание на то, что обязательно должны быть предусмотрены листы ответов участников для письменных конкурсов, где участники записывают, отмечают свои ответы. Задание Олимпиады. На что нужно обращать внимание при составлении заданий? Задания Олимпиады должны соответствовать всем требованиям тестовых заданий, но они не должны быть простым повторением ОГЭ или ЕГЭ. Олимпиада – это не дублирование ОГЭ или ЕГЭ. Можно использовать при составлении заданий формат международных экзаменов, кембриджских экзаменов, TOEFL, IELTS.
Мы даем список рекомендуемой литературы в своих методических рекомендациях, той литературы, которую можно использовать при составлении заданий. Для конкурса Use of English обращаю ваше внимание на то, что рекомендуется использовать связанные тексты, а не отдельные предложения. И еще немаловажный вопрос заключается в том, что при подборе текстовых материалов мы рекомендуем включать материалы России наряду с текстами об англоязычных странах. И вот вы спрашивали про страноведческий конкурс, конкурс Use of English. На муниципальном этапе мы рекомендуем включать задания на проверку социолингвистической и социокультурной компетенции. Эти задания можно включать в конкурс Use of English и на школьном этапе уже, но на школьном этапе это опционально, то есть опять регион принимает решение, включать ли задания на социолингвистическую и социокультурную компетенцию на школьном этапе в конкурс Use of English. Что касается муниципального этапа, то здесь мы рекомендуем обязательно включать эти задания в конкурс Use of English, задания на социолингвистическую и социокультурную компетенцию. Сейчас я смотрю на ваши вопросы. Так. Можно ли скачать презентацию? Это технический вопрос. Да, можно скачать презентацию. Вы задавали мне вопрос ранее, кто готовит задания для школьного и муниципального этапа. Для школьного и муниципального этапа задания готовит региональная предметно-методическая комиссия. Центральная предметно-методическая комиссия не готовит задания для школьного и муниципального этапа. Центральная предметно-методическая комиссия готовит задания только для регионального и заключительного этапов. Так, и теперь несколько слов. У нас с вами осталось еще время. Я расскажу муниципальной комиссии. Вы знаете, это зависит от региона. Я знаю, что в каких-то регионах региональные комиссии готовят задания и для школьного, и для муниципального этапов. В каких-то регионах существуют муниципальные комиссии, которые готовят задания для школьного этапа, а региональные комиссии готовят задания для муниципального этапа. Вот это зависит от региона. Несколько слов о специфике оценивания заданий, на что хочу обратить ваше внимание. Если вы включаете в пакет заданий задания на трансформацию и перефразирование, ну, я думаю, что вы понимаете, о каких заданиях идет речь, то следует предусмотреть возможность расширения ключей для данных заданий. Что такое расширение ключей? В ходе проверки работ жюри обсуждает ответы участников, не совпадающие с ключом в заданиях на трансформацию и перефразирование. Вы понимаете, в ключах невозможно, в этих заданиях невозможно в ключах дать все возможные варианты. То есть дети могут давать такие варианты, которые тоже являются правильными, но которые не включены в ключ. И в этом случае жюри обсуждает эти варианты. Для того, чтобы жюри могло обсуждать эти варианты в ходе проверки, у членов жюри при проверке таких заданий, на это обращаю ваше внимание, обязательно должен быть не только ключ, но также текст самих заданий, чтобы жюри оперативно могло реагировать на появление возможных вариантов ответов. После окончания проверки собираются все возможные варианты ответов, и члены жюри обсуждают варианты ответов, которые им кажутся правильными и которые должны быть добавлены в ключ.
Дальше те варианты, которые добавляются в ключ, перечисляются и оформляются протоколом решения жюри. И это должно быть сделано, обращаю ваше внимание, вот показываю вам на слайде, решение жюри о расширении ключей должно быть принято до проведения разбора заданий, показа работ и апелляций. А на разборе заданий все варианты расширения ключей уже должны быть названы. Не может быть такая ситуация, когда решение о расширении ключей тому или иному ребенку, решение о засчитывании правильных ответов принимается во время апелляции. Вот такое, это невозможно. Вот решение о расширении ключей не может быть принято на апелляциях. Далее. При экспертной проверке необходимо предусмотреть процедуру шифрования работ. Что такое экспертная проверка? Это проверка конкурсов письменной речи и оценивание конкурсов устной речи. А что касается письменных работ, это конкурсы письмо. Сейчас. Почему в ключах не прописываются варианты ключей или хотя бы ИДР? Ну, знаете, если в ключах будет написано ИДР, то смысла в этом особого нет. Мы в ключах пишем, что возможно расширение ключей. Все ключи, которые... о которых могут подумать разработчики, и которые являются правильными, конечно же, в ключах должны быть указаны. Но я еще раз говорю, что практика международных экзаменов, наша практика говорит о том, что все равно возникают какие-то варианты у детей, которые являются тоже правильными, но которые не предусмотрены в ключах. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что в заданиях на трансформацию и перефразирование, вот это особый тип заданий, в заданиях на трансформацию и перефразирование возможно расширение ключей. Кто составляет задания? Задания школьного этапа составляют муниципальные комиссии, задания муниципального этапа составляют региональные предметно-методические комиссии. В некоторых регионах региональные предметно-методические комиссии составляют задания как школьного, так и муниципального этапа. Еще несколько минуточек у нас есть, поэтому обращаю ваше внимание на проверку письменных работ. Не может быть такой ситуации, когда письменная работа у вас проверяется парой экспертов. Вот мы говорим, что каждая письменная работа должна быть проверена двумя независимыми экспертами. Это означает, что один эксперт проверяет скан работы и делает свои пометки на скане работы. Второй эксперт проверяет свой скан работы, чистый скан работы, без пометок первого эксперта. Они не сидят парой и не обсуждают эту работу, а проверяют работу независимо друг от друга и ставят свои баллы. Далее в методических рекомендациях подробно описывается, как выводится средняя оценка и что делать при расхождении баллов. Я сейчас не буду на этом останавливаться. В наших методических рекомендациях процедура подробно описывается. Также в методических рекомендациях подробно описывается процедура оценивания устной речи. Обязательно у вас должен быть включен файл в ваш пакет заданий
который называется «Подсчет баллов за все конкурсы». Вот пример такого файла вы видите на экране. В этом файле должно быть четко указано, как оцениваются все конкурсы и как подсчитываются баллы за все конкурсы. Про подведение итогов я уже сказала ранее. Возможно подведение итогов по каждому классу отдельно, с отдельным проходным баллом. Ну, мне кажется, что я уложилась. Новых вопросов я не вижу. Я смотрю вашу вкладку «Вопросы», общий чат. Новых вопросов я не вижу. Поэтому, ну, наверное, тогда я желаю вам успехов. И на этом мы наш вебинар заканчиваем.